Прежде всего, конечно, осложнилась общая геополитическая обстановка. Серьезно обострился кризис на Ближнем Востоке, на севере Африки. У самых границ России на Украине не утихает гражданский конфликт, по сути, гражданская война. Несмотря на минские договоренности, продолжаются обстрелы мирных городов. Гибнут мирные граждане до сих пор. Нарушены многие кооперационные цепочки, в том числе с украинскими партнерами, украинскими предприятиями. Я уже не говорю о недобросовестной конкуренции со стороны некоторых наших традиционных партнеров в этой сфере, в сфере экспорта вооружений. Но с этой практикой мы сталкиваемся практически постоянно. Россия располагает всеми возможностями, чтобы не только справиться с этими вызовами, но и укрепить свои позиции. Для этого уже намечены серьезные программы импортозамещения в ОПК, налаживаются альтернативные связи в сфере производства, технологической кооперации. Мы с вами утвердили, я хочу поблагодарить коллег, которые проводили предварительную работу, провели ее так основательно и утвердили планы этой работы с финансовым обеспечением. Радует, что по срокам это вполне приемлемо, но и финансовые затраты не такие уже и большие, как казалось изначально. В общем, все абсолютно в приемлемых параметрах и исполнимо. Нужно, как я уже сказал, активно работать с нашими традиционными партнерами и с новыми заказчиками.